Да, и наконец-то мы дождались, что вот для нас открыли детские отдельные палаты в отдельном корпусе. Коек? А? Коек сколько здесь? Коек у нас здесь, так, где-то 10 коек. Вернее, не 10, а 20 коек детских входит сюда. Но в зависимости от, по мере поступления. Иногда занято бывает, значит, 10 человек, иногда 15 человек. В общем, 20 коек. Значит, это вот раз, два, три, 4, 5, 6 палат всего. 6 палат. 6 палат, да. Есть одна маленькая на трехместная, остальные все палатки по 6-7 человек можно положить туда. И отдельная реанимация для детей тоже? Вот, к сожалению, отдельной реанимации нет, отдельная реанимация у нас общая. Но зато есть отдельная перевязочная вот здесь, первая комнатка. Там проводятся и наркозы, там аппаратура стоит. По перевязке под наркозом проводится. Отдельно у них душевая есть, там отдельно ванная есть, туалет отдельный. Все в этом крыле есть. К сожалению, вот так получилось, что 20-летие мы должны были отмечать в прошлом году, так как приказом городского совета в 1993 году, вернее, Минздрава, было организовано отделение термической травмы, первым основателем которого был Василий Васильевич Божидонов. Но, к сожалению, у нас была цепь трагических событий. Мы в прошлом году потеряли 2 врачей, и поэтому мы решили совместно с руководством нашей больницы и с Минздравом, что мы перенесем все юбилейные мероприятия через год. У нас были замечательные врачи, и, к сожалению, так получилось, что у нас 2 врачей умерло после продолжительной болезни. Что можно говорить о отделении? Отделение единственное на территории Якутии, обеспечивает экстренную, плановую, специализированную, в том числе и высокотехнологическую помощь пострадавшим от термической травмы, это от ожогов и отморожений. Ежегодно у нас бывает 800-900 пациентов, из них треть – это дети. Дети – это, конечно, особый случай. Тут следует отметить, что детский травматизм с года в год растет. Что плохо, очень много стало тяжелой травмы. Если в начале, наверное, 90-х это всего было 6-10% от всех количества пострадавших, поступивших в отделение за год, то сейчас примерно около 30% это тяжелые и крайне тяжелые пациенты в нашем отделении. Специалисты нашего отделения вылетают совместно с медициной катастроф. Мы на сегодняшний момент, можно так сказать, тотально контролируем всю республику по термической травме. С нами активно работают наши устные коллеги. Мы совместно и с университетом, и с коллегами из Российской медицинской академии последипломного образования активно участвуем в образовательных программах, каких-то последипломного образования, да, и стараемся повысить и свой уровень, и уровень всех специалистов республики в целом. Вот в связи с этим проводится в рамках юбилейных мероприятий научно-практическая конференция, которая состоится 9 декабря в Республиканской больнице номер 2, где также будет проведена школа-семинар, где могут участвовать все специалисты, травматологи, хирурги, реаниматологи со всей республики. Проблем, конечно, везде достаточно. Если разбираться детально, проблем есть, хватает, но мы успешно как-то уходим пока от проблем. Что следует отметить, очень долгие годы наше отделение располагалось на арендуемой площади здания военного госпиталя на 1/6 части, что, конечно, не соответствовало никаким нормативным нормам. Это было очень долго этот решался вопрос, но вот благодаря последние годы, когда активно очень работает наша администрация во главе нашего главного врача Андрея Бориса Витальевича, которому мы очень благодарны, он всячески поддерживает нашу службу и понимает ее, все трудности и сложности. Да. Нам удалось и совместно с Минздравом наконец-то передать на баланс республиканской больницы все здание военного госпиталя. Конечно, без поддержки и помощи правительства не обошлось. Лично хочу поблагодарить Галину Николаевну Данчикову, которая сама активно принимала участие. И теперь вот мы ждем капитального ремонта, и мы стоим на очереди 2016 года. И надеюсь, в 2017, 2018, 2019 году нас ждет очень хороший, хорошо оснащенный, ремонтированный ожоговый центр. Мы всегда были самым крупным подразделением, одним из самых крупных отделений республиканской больницы. У нас 50 коек, с нами работают уникальные специалисты, которые прошли подготовку в центральных лечебных учреждениях нашей страны, ведущих клиниках. Особенно, конечно, у нас
теплое и тесное сотрудничество с Институтом хирургии имени Вишневского, где располагается всероссийский, ожоговый центр, руководителем которого является профессор, доктор медицинских наук, лауреат государственной премии Андрей Анатольевич Алексеев. И вот он в поддержку к нам, поддержать наш коллектив и поздравить, приезжает тоже 9 числа. И с его подачи будет освещено очень много актуальных вопросов для нас.